Всем здравствуйте! Сегодня мы готовим скумбрию с овощами. Так, из овощей у меня здесь картошка, лук и сладкий перец. Желтый и красный половинки положила. Вот. Значит, потом сделаем смесь. Будем, как это получается, мариновать или как это называется, мазать специями. Значит, у меня здесь чеснок, соль и паприку, вот маленькую ложку положила. И здесь уже для рыбы специи. Сережа нам скажет. Прочитает лекцию, да? Здравствуйте, друзья, товарищи. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. Да, как уже Маша сказала, сегодня у нас снова рыба. Снова рыба, но жирная рыба, не минтай, а скумбрия. Потому что мы, северные люди, рыбу любим всякого вида. И речную, и морскую. Правда, море и океан от нас далеко. И Маша вот делает такую смесь, чтобы это самое... Ну как это? Панировка, что ли? Так, сушеный чеснок. Ложечка, чайная ложка соли, чайная ложка паприки. И вот здесь приправа для рыбы. Вот такая. А тут ставим... Ну, тут сколько сейчас померяем. Давай еще поставим, потому что понадобится. И сколько ты? 2 ложки поставила, да? 2 чайные ложки. Если понадобится, потом еще добавим. А в эту приправу сейчас, друзья, я прочитаю, что входит. Я специально пачку взял. Так, в эту приправу входит лук репчатый, пажитник какой-то, семена укропа, куркума, морковь, хмели, сунели, тмин, кориандр, базилик и цедра лимона. Вот что входит в эту приправу. Для рыбы она так называется. И вот этой смесью будем сейчас как бы смазывать там нашу скумбрию, филешку. Мы уже хребет убрали, тут только филешка. Все это тщательно с 2 сторон. Ну не получается у меня молчать, что уже потом поделаешь, давайте. Стирать сейчас все это буду. Да, натирать. Точно, вот слово подобрали. Натирать. Филе полностью намажем. С обоих сторон. Тут и соли, и все будет хватать. Уже я тщательно размешала все специи. Мы забыли включить духовку, Маша, сразу, потому что тут у нас быстро, пока духовка будет греться на 200 градусов, сразу включаем духовку. С этой стороны сделаю надрезы. Это удобно тем, что когда уже блюдо приготовится, разделять на порции удобно будет очень. Вот такие надрезики, друзья. Чтобы Небольшие. питался, наверное, тоже. Угу. Вся смесь. И с этой стороны тоже потом все это. Натрем. Да. Пока на реке стоит лед, свежей рыбы, крупной рыбы, щуки, там еще что-то нету. Вот и угощаемся магазинской рыбой. Тут овощи поджидают. Сейчас вкратце потом расскажем, что и как. Все, это одна ступенька, так сказать, нашей готовки сделана. Приправу натерли и все. Теперь ждем что?
Теперь у нас что пойдет? Режем картошку. Овощи. Овощи. Картошка. Так, на вот эту порцию мы взяли 4 картошечки вот такие. Не крупные, но и не слишком мелкие. 4 картошечки. Режем, друзья, кубиками. Кубиками и быстрее так приготовиться. Не очень крупными кубиками. И в то же время не будет там все это как каша. Кладу картошку. Ну, картошка вот готова, да? Такой первый слой, это картошечка. Такая вот кубиками маленькими. Противень такой стеклянный, или как правильно назвать. Потом Лук. Маша Лук берет лук, полукольцами буду. режет лук полукольцами и половину лука. По просьбе меня. Потому что... Почему? Почему не целиком ты, Маша, ложишь лук? Я не понимаю. Потому что, может, не очень-то и любит. Муж не очень любит лук, а очень любит Машу. Да? Да. Так. Дальше готовим, друзья. Шутим, готовим, чтобы наше блюдо получилось вкуснее. Чтобы оно пропиталось нашим положительными эмоциями, хорошим настроением. Маша, только не плачь. Только не плачь. Только не плачь, да. Вот второй рядок такой лучок. Можно и целиком. Целиком, да. Кто уважает лук, целиком не помешает. Режем морковь. Ну, морковка средняя тоже. Если крупная, то половину. Но я половину взяла. Да, слишком, потому что слишком морковь, ну, не очень. Она сладкая потом слишком. Блюдо получается. И вы знаете, друзья, вон вторая половина лука, мы решили сюда поставить. Гулять так гулять, да? Мало показалось. Да. Я посмотрел вот сюда, и лук он как-то слишком редкий здесь. Не скупись, Маша. Давай вторую половину. Не скупись. Так, морковку тоже, вон, видите, Маша режет кубиками. Между тем греется духовка. Что-то у нас духовка в последнее время долго не греется, вот мы заметили. Раньше как-то быстрее это все. Или что-то тоже со временем, сколько это? Это 2008 год, да? 2008, получается, сколько уже? Считать не умею я. Так, Сколько лет духовка? 2008 года. 10, 12, 13, 14. Сейчас подумает, сидят, болтают, считать не умеют. Но вкусно готовим. 23 минус 8. 14. 15? Вот 15. 15 лет Ого. духовки. Ну, печке, именно в плите с духовкой. Занущий, или как она называется, фирма, очень хорошая фирма. Нам так понравилась вот эта плита. Четко. Маша, когда купила, я так расстроился, думал, зачем это все, зачем? А как начали пользоваться? Долго сначала ведь не пользовались. Да, эта плита Духовкой. полгода стояла, просто так плита, просто так стояла. Вообще не пользовались. Потом начали плиту использовать. Это постепенный этап такой. Видите, лук мы добавили, вторую половину тоже. Потом, значит, начали использовать плиту только. И потом уже, ну, духовку-то используем, наверное, года 3 всего. Не больше. Ну, Обычно все в печке, с печкой готовили. печь. А это потом начали курицу, да, что да, вот это готовили потихоньку, а чтобы выпекать что-нибудь все время. Так, печь наше было. блюдо, смотрите, как разноцветным становится. Сейчас вообще украсится вот этим перцем.
Перец тоже кубиками порежем. Перец желтый. Ну, у нас как раз было в холодильнике и желтый, и красненький для цвета. Так-то он без разницы, какого цвета, но для красоты. Я вот люблю желтый перец в блюдах. Когда особенно мясо готовишь, так вообще. Видите, уже сразу красочным становится. Перец красный пошел. Глаза слезятся. Не плачь, Маша, только не плачь. Я тебя люблю, Лук, не наверное, плачь. такой попался. А теперь будем немножко соль. Ну, друзья, это по вкусу уже там примерно ощущение, как вы любите. И Ну и немножко еще перец положу. Перец уже черный молотый так немножко. Ну, я вот так. Можно ложкой, можно так. Да. Суть одна. Так лучше. Это. Да. И Вот. что у нас? У нас масло теперь надо, масло. Вот у нас масло стоит, растительное. Сначала маслом, и потом немножко чуть-чуть, вилкой там перемешиваю. 50 грамм тут масла. Я озвучиваю, потому что есть зрители, которые у них не показывает описание, что ли, или как правильно. И говорят, тоже озвучивайте, вы напишите в описании, но и озвучивать не забудьте. 50 грамм масла. Кстати, зритель постоянно пишет комментарии хорошие. И все для вас, все для зрителей. Так ведь, Маша? Да. Так, фирменная так ведь, Маша? Так, видите еще, какая красота? Вот эти овощи, друзья, у нас духовка как раз все. Видите, свет выключился, значит 200 градусов. Так, все. Я отправляю на 15 минут в духовку. При 200 градусов на 15 минут. Засекаем время и ждем. Тем временем мы немножко сейчас вот здесь стол уберем. Это уже там тут пустые посуда, да что-то. И будем ждать вот когда наши вот такие с приправами рыба, филе, скумбрия добавим. Так, время у нас 15 минут прошло. Да, 15 минут, друзья, прошли. И в доме уже аромат такой. Лук немножко уже там пригорел, чуть-чуть даже. На 200 градусов. Давай, Маша, сразу на 180 поставь. Потому что потом дальше надо готовить на 180. Вот. Теперь сюда у нас, друзья, отправляется рыба. Рыба наша с приправами. О. Такая. Можно не обязательно филешки. Если вам не лень, как бы убирать косточки, пожалуйста, тут нету, не будем перемешивать. Рыба будет все так отдельно все равно. И, пожалуйста, ничего страшного, если вы поставите кусочками. Так ведь, Маша? Угу. Да. И все. Отправляем. Сейчас немножко, пускай... А что, сразу и отправим, что немножко? Давай. Ну, значит, поставили на 180 градусов и на полчаса, на 30 минут в духовку. Потому что рыба, скумбрия, она нежненькая, она быстро доходит. Картошку чуть-чуть вот пораньше ложили. Горячее все, да? Угу. Все, будем ждать. Будем ждать и ароматом наслаждаться. Уже в доме аромат такой. Перец. Сладкий. Ну, приготовленных овощей, приправ, все в доме вкусненько. Перецом запахло. Угу. Рыбку ждет. Немножко угостим, конечно.
Хотя он уже наугощался и хвостики там еще что-то. Немножко подольше подержали, минут 50. Картошка почему-то все время еще казалась такой не, Не готовый. не готовой. Да, вот. И немножко... Я вам скажу, что у нас вот эта картошка почему-то не разваривается и готовится очень долго. Сейчас покажу я вам, что у нас там получилось, друзья. Ну, посмотрите, там приправа немножко, от приправы такой цвет получился. Но это не подгорело, это, друзья. Это такое и есть. Сейчас будем пробовать, конечно, это все. Вкусняшку. Так, рыбка такая приготовилась. Ну вот, скумбрия есть скумбрия. Картошечка такая, видите, с маслицем такая, сочненькая. Видите, какая сочная она. С овощами красивенько смотрится. О. Отлично. Если я сейчас вот сразу скажу честненько, честно, друзья, что я вот это все не смогу съесть, вот эту рыбину такую. Картошку-то я съем, а вот рыбину эту надо было нам просто, Маша, поделить и оставить на завтра. Красивенько выглядит, друзья. Аппетитненько и красивенько. Так ведь. И вкусно пахнет, между прочим. Ну вот то, что картошка дольше готовится, это я не знаю почему. Это сорт картошки такой. Какой-то неизвестный сорт у нас. Вот, сейчас будем пробовать все. Так, рыба приготовилась. Приготовилась. О, смотрите как. Все, картошечка. Тоже приготовилась. Лучок там и овощи. Все приготовилось. Ну что, пробуем. Сейчас Машенька попробует, скажет оценочку и меня еще заодно угостить. Я сегодня на камеру уже не буду. Ну, за кадром попробую сейчас. Угу. Вкусненько, да? Угу. Рыбу, Соль хватает. рыбу тоже попробуй. Мне в этом деле картошка, да, овощи-то они естественно. Вот а рыба как приготовилась с этими приправами. Подольше подержали, картошка. Нормально, да, стало, да? Угу. Сочная, мягкая стала. Вот мы подольше подождали. Где-то минут 50 даже Ну, подождали. картошка не разваривается, сорт. Сорт такой. Что потом поделаешь? Давай Если рыбу. идеал бы, наверное, давно уже было. Тут мне здесь рыба главное интересует. Приправы вот Так. к рыбе. Ну, сейчас пробуем рыбу. Угу. Можно кушать, Рыба да? вкусная, да. Вкусная. Потому что очень свежая рыба, скумбрия. Немножко косточка еще попалась. Ну, вот желательно, Ну, чтобы косточек не Ну, было. вот у нас с косточками рыбка. Хотя убрали вот эти хребет убрали, но все равно вот косточка остались. А может меня давай тоже угостишь? Конечно, я тоже хочу. Вот давай с моей половины небольшой кусочек рыбоньки. Только что постарайтесь, чтобы костей не было. Ой, как вкусно. Все мягко, все сварилось, как приготовилось. Сейчас. Что мне там? Мне косточку не надо. Мне это самое. Мясо. Чистое. Со стороны хвостика надо было взять там. О, здесь, наверное, нету это самое. Ой. Картошка вообще нежная такая. Приготовилась. Вкусно, друзья. Дай, Машу, еще эти кусочек. А потом уже чтоб точно сказать, что все вкусненько. Так. Рыбка. Картошечка.
морковку. М. Вкусно, друзья. Все аппетитно. Все вкусно. Все приготовилось. Рыбка очень вкусная, нежная. Я чавкаю, друзья, потому что вкусно. А вон еще могу показать, вон там сок, очень много сока. Можно хлебушек вот макнуть. Вот макни, он вкусный. Для меня чуть-чуть макни. Вкусненький такой. Прям можно туда макать, потому что мы это вдвоем едим, да, чтобы тут сильно не надо, чуть-чуть макни. Как бы. Все вкусненько. Так что, друзья, я уже на камеру не буду чавкать, конечно, но это все, это вкусно, это быстро, это просто. Вот, у нас еще немножко скумбрия такая была мерзленькая, потому что работать с скумбрией, когда она чуть-чуть подмороженная, удобно. И вот мелкие косточки еще так и остались. А так филешка должна быть без костей. И так просто кушаешь и наслаждаешься. Ну и вот так тоже неплохо. Угу. Сейчас я тоже буду кушать. Ну что, давай скажем, друзья, вам до свидания с Машей. И, как говорится, до новых видео. Скажем. Делайте так. Готовьте, делайте. Думаю, вам понравится тоже это. Можно сказать даже, если бы не рыба, это постное блюдо. Вот в пост какие-то дни можно рыбу употреблять. Вот, например, там на Благовещение там рыбу можно покушать. Угу. Почему бы вот такое блюдо не сделать в пост? Овощи, картошка и рыба. У нас, к сожалению, не получается чисто постовать, потому что с желудком проблемы, и все равно молочное нам надо употреблять. Хоть чуть-чуть. Так что советую приготовить такое блюдо. Не очень, конечно, сложное, такое самое простое. Ингредиенты у всех, ну, можно приобрести это в магазинах. Это, наверное, такое все. Перец, наверное, в магазинах есть. Тут перец, да, морковка Да, и перец, картошка. морковь, все это. Да. Ну и скумбрия, конечно, свежемороженая тоже есть в магазинах. Так что делайте, готовьте вместе с нами. Лучше нас. И вместе с нами. Да. Так что нам понравилось очень сочное, вкусное блюдо. Угу. И советуем вам тоже это попробовать. Да. На ужин в самый раз. Ну все, на этом уже потом будем заканчивать. Наш такой скромненький ужин. Скумбрия с картошкой, с овощами. Замечательно. Всем пока. До новых рассветов. Встречайте рассветы. И пускай они будут у вас всегда добрыми. Всем пока. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале. Мы ждем вас. Всегда. На нашей посиделки, на нашей кухне. Вот так. А мы дальше ужинать. Скумбрия и вот такая картошечка. Видите, какая красивая картошечка вообще смотрится. Супер. Бандит. Бандит. Где ты, бандит? Малыш. Малышок. Выгляни. Ух ты. И убежал. Боксер еще тот. Боксер еще тот. Смотрите, бандитка. Сплюнул с окна и убежал.